Важные решения регионального значения не всегда принимаются только тогда, когда за столом переговоров сидят главы государств. Нередко именно дипломатия, спокойная, многоуровневая и предметная, закладывает архитектуру будущих процессов и корректирует развитие уже существующих договоренностей. На этой неделе министры иностранных дел стран Центральной Азии посетили Германию, где прошел комплекс политических, экономических мероприятий. В эфире «Внешние дела» в студии Екатерина Такамбаева и говорим о переосмыслении роли региона в европейской стратегии. Эта встреча министров иностранных дел Центральной Азии и Германии в Берлине стала логическим продолжением саммитов 2023-2024 года. Она демонстрирует переход от декларативной фазы к более прикладной повестке. За пару дней до самой встречи Министерство иностранных дел Германии разместило на своем сайте анонс. В нем четко обозначено переосмысление роли Центральной Азии. В свете геополитических событий и в целях обеспечения энергетической и ресурсной безопасности регион приобретает все большее стратегическое значение для Европы. Цель состоит в том, чтобы предложить надежные решения для государств Центральной Азии и углубить наше партнерство. Федеральное министерство иностранных дел Германии. Надежные решения для Центральной Азии на министерской встрече были определены с ювелирной точностью. Наш министр Джейнбек Кулубаев обратил внимание на актуальность углубления практического и взаимовыгодного сотрудничества в таких областях, как зеленая экономика, цифровизация, транспорт, энергетика, образование, туризм. Из пресс-релизов немецкой стороны следует, что все министры отметили значительный потенциал региона в сфере возобновляемой энергетики и производства водорода, подчеркнули важность продолжающейся поддержки Германии региональных программ энергетического перехода. Договорились сотрудничать в рамках инициативы Европейского Союза Global Gateway и ее государств-членов для развития инфраструктурных проектов вдоль Транскаспийского коридора. Учитывая возрастающее значение региональной взаимосвязанности, министры подчеркнули важность Транскаспийского коридора как устойчивого и эффективного мультимодального транспортного сообщения между Центральной Азией и Европой. Они договорились содействовать развитию сотрудничества по данному направлению и поддерживать участие немецких железнодорожных и логистических компаний в транспортных, инфраструктурных и консультационных проектах. Федеральное министерство иностранных дел Германии. Транскаспийский или Серединный коридор был создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана, Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния, Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана, Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип единого окна. Ориентировочные сроки транспортировки из Китая в Европу грузов составляют 12-15 дней. Пока же потенциал маршрута раскрыть полностью не получается. Причины – операционная неэффективность и высокие затраты. Перевозки по Транскаспийскому коридору дороже как минимум на $1000, чем по Северному. Нужна модернизация. Согласно исследованию Европейского банка реконструкции и развития, инвестиции, необходимые для модернизации инфраструктуры среднего коридора, оцениваются примерно в 18,5 миллиардов евро. Германия уже вложила 2,7 миллиона евро и готова вкладывать еще. Для Центральной Азии этот коридор означает независимость от традиционных маршрутов, развитие инфраструктуры, экономическую интеграцию и рост транзитного потенциала. Конкретно для нашей страны это шанс выйти из логистического тупика и начать развивать торговлю с Европой на равных со странами, которые имеют выход к морю или же обладают развитыми железнодорожными путями, опровергая наполеоновскую цитату о том, что география – это судьба. К слову, в развитии Транскаспийского коридора Германия уделяет Кыргызстану особое внимание. Напомню, на летнем кыргызско-немецком бизнес-форуме эта тема была номер один. Вы именно строите вот эту новую трассу из Китая через Кыргызстан, Узбекистан до Туркменбаши.
это входится именно на среднем коридоре. Нам нужно и для нашего экспорта, и импорт очень более-менее корректно способные транспортные возможности, цепочек поставок, и мы интересованы развивать этого цепочку поставок вместе, и потом именно предлагает вашего товара тоже в нашего рынка и наоборот нашего оборудования здесь. Детальное обсуждение надежных решений, которые Германия может предложить Центральной Азии, проходило и в рамках совместной встречи глав внешнеполитических ведомств региона с представителями германского бизнеса и бизнес-ассоциаций. В мероприятии участвовали руководители, представители ведущих германских компаний и отраслевых объединений. Жээнбек Кулубаев обозначил перечень приоритетных проектов, в которых Кыргызстан хотел бы видеть немецкое участие. Это развитие гидроэнергетики, транспортно-логистической инфраструктуры, туристические кластеры, цифровизация и здравоохранение. Опять же, был отмечен потенциал сотрудничества с германскими компаниями в сфере повышения транзитных возможностей страны и развития мультимодальных перевозок. Стоит отметить, немецкие компании уже много лет активно работают в Центральной Азии. Только в Казахстане и Узбекистане реализуется почти 80 совместных проектов с объемом инвестиций около 4 миллиардов евро. Это было указано на сайте Министерства иностранных дел Германии. В Кыргызстане успешно действует более 180 совместных предприятий с немецким капиталом в различных секторах экономики. И это показывает, немецкий бизнес готов к долгосрочным обязательствам. Германия идет в Центральную Азию не просто ради продаж или для повышения геополитического и экономического присутствия, но и для стратегического партнерства. Она приносит технологии, инвестиции, опыт, а страны региона получают инфраструктурное и экономическое развитие. Немецкий бизнес активно идет сюда, потому что воспринимает Центральную Азию как быстро развивающийся регион с огромными ресурсами. В Центральной Азии он видит возможность стабильного дохода через совместные предприятия, открытие для себя новых рынков сбыта. Ранее в Чолпонате исполнительный директор Восточного комитета германской экономики очень четко пояснил, почему региону сейчас уделяется такое внимание. Почему это важно для немецкой стороны? Несколько слов о геополитических изменениях. Как вы знаете, с двумя нашими крупнейшими рынками, Китаем и, к сожалению, с США, в настоящее время существуют серьезные проблемы. Поэтому немецкой экономике необходима диверсификация. Мы ищем новых экономических партнеров. И в поле нашего зрения попадают такие страны, как Кыргызстан, такие регионы, как Центральная Азия. На встрече министров важной темой стали санкции Европейского Союза. Кыргызстан рассматривает Германию как ключевого партнера в Союзе, способного помочь урегулировать ситуацию. ЕС готовит второй пакет санкций в связи с войной России против Украины, впервые предусматривающий механизм против обхода ограничений третьими странами. Новые меры могут запретить продажу Кыргызстану металлообрабатывающих станков и коммуникационного оборудования. Затронут два банка – Кереметбанк и Капиталбанк Центральной Азии. Потенциальные ограничения создают прямой риск для развития промышленности, IT-сектора и финансовой стабильности страны. Министр Жээнбек Кулубаев выразил обеспокоенность возможным негативным влиянием санкций на социально-экономическое развитие и сотрудничество с Европейским Союзом. Он подчеркнул, что Кыргызстан соблюдает международные обязательства, ведет конструктивный диалог и готов к равноправному партнерству для достижения взаимовыгодных целей без одностороннего давления. Такая позиция Кыргызстана демонстрирует готовность к открытой и конструктивной работе с европейскими партнерами, стремление минимизировать экономические последствия и сохранить инвестиционные и торговые связи. Германия же в такой ситуации выступает ключевым посредником, способным содействовать диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Все эти события демонстрируют, Центральная Азия постепенно перестает быть периферийным пространством между
крупными державами и превращается в самостоятельный центр притяжения интересов – экономических, инфраструктурных и геополитических. Германия и Европейский Союз рассматривают регион уже не только как источник сырья или транзитный коридор, а как стратегического партнера с собственными приоритетами и инициативой. Для Кыргызстана и его соседей это открывает принципиально новое окно возможностей. Не только привлекать инвестиции и технологии, но и укреплять международную субъектность. Формат Центральная Азия-Германия позволяет региону выступать консолидированно, а не разрозненно, расширять пространство внешнеполитического маневра и выстраивать более сбалансированные отношения между Россией, Китаем и Европейским Союзом. Таким образом, речь идет не просто о новых проектах или инвестициях. Речь идет о формировании новой архитектуры партнерства, в которой Центральная Азия закрепляет за собой статус самостоятельного стратегического игрока в сферах энергетики, логистики, экономической безопасности. И если этот формат взаимодействия сохранит динамику и устойчивость, он может стать примером того, как регион среднего масштаба способен использовать стратегическое партнерство для долгосрочного развития и усиления собственной автономии в глобальном контексте. Это были «Внешние дела». До новых встреч в эфире.